Қадірлі күн, сіз яңа сұлыш тапшыруын қарайсыз тағы бір ел өтіп та кетті. Біз өз ішімізді давам етеміз. Ежегодные областные конкурсы «Татарская учительская династия», «Лучший учитель татарского языка и литературы», конкурс на знание родного языка среди школьников «Скворец-2012» прошли в городе Тобольске. Кто на этот раз оказался лучшим из лучших, узнаем из нашего следующего сюжета. В романе «Зори Иртыша» Иртыш Тамнары находит отражение свадебный обряд. Кто прочитал роман, наверное, увидел, да, что на примере свадьбы Маннура и Салимы мы видим свадебный обряд сибирских татар. Конец прошлого 2012 года ознаменовался и ставшими традиционными конкурсами на лучшую учительскую династию, а также лучшего учителя татарского языка и литературы. Саирчак или Скворец-2012, с которого мы и начинаем наш сюжет, отличная площадка для проверки знаний в области родного языка среди школьников. Этот интеллектуальный конкурс, в отличие от первых двух, проводится только во второй раз, но уже успел завоевать любовь как среди учеников, так и среди учителей, которые заметно переживали за своих воспитанников. Вот здесь, мои дорогие, как раз пришло время именно написать имя персонажа. Тут готовых вариантов ответов нет, нужно написать имя персонажа. Тема конкурса выбрана не случайно. Известному писателю Якубу Занкиеву в этом году исполнилось бы 95 лет. Нужно отметить, ребята нисколько не затруднялись в ответах. Живо реагировали на все вопросы. Если сравнить выступления этих команд в прошлом году и в этом году количественный показатель. Очень много других школ прибавилось, в том числе из Тюмени, из Тюменского, из Вагайского районов больше. И больше в командах детей, которые очень креативные, многие дети. В конкурсе «Скворец-2012» в этом году приняли участие 8 команд из Вагайского, Тобольского, Ромашевского районов, а также из города Тюмени. Из-за погодных условий не смогли приехать 7 команд из отдаленных Исетского и Ярковского районов. На следующий год, мы усилим, наверное, заочные туры больше, чтобы выявить больший круг участников. И, возможно, через год будем делать выездные, отборочные. За право носить звание лучшей учительской династии поборолись 5 команд. И это действительно команды. Ведь свои династии представляли не только действующие учителя и педагоги, и их ученики, а даже члены их семей. Наша учительская династия, Лена, берет свое начало 1948 года. Удивительно в этом году было то, что презентации были более подготовленные и были привлечены всякие средства. И обязательным атрибутом всегда было живое слово. Присутствовали дети конкретно, представлены были и старшие поколения. Шамратовлар династиясының тағында көбірек болып шықты. Алар 15-ші мектептен, ләкин чыгышлары белән шулай ук Вагай районы 9-дан. Смотри, она на нашу прабабушку наркоман походит. Может, это она в молодости? Нет, Аделина, это не ваша прабабушка наркоман, это ее мама, прапрабабушка Тишкаева Абдрахманова Хусинчамала Исатуловна. Ең кызыклы династиялар ахырдан, наверное, Тишкаев Хисматуллиннар династиясы болды. Бұл династияның 13 вәкилі бар. Гомуми стажлары артык зор булмаса да 150 ел. Бұл династия инновацион эш белән шөгыльләнә торган династия дип әйтергә була. Менә 15-нче мәктәп директоры Хисматуллин Саид Заирович шушы династияның представителе. Бұл мәктәп Россия күләмендә танылган мәктәпләрнең берсе. Президент грантына лайык булган Саид Заирович. Нововведением стал и отказ от присуждения 1-го, 2-го, 3-го мест. В этом году были определены лауреаты в 5 различных номинациях, таких как «Старейшая династия», «Самая инновационная династия», «Династия, сохраняющая традиции». Мы любим очень все новые технологии, инновации. Я сама ушла со школы 12 лет назад, работаю в социальной сфере, педагогом-организатором, но тем не менее, я связана с детьми, я тоже стараюсь все это все новое, новшество и так далее.
Я принимаю участие во всех конкурсах, какие только есть, как педагог-организатор. Нынче первый год департамент образования победителю, который занял первое место в номинации «Учитель татарского языка», значит, путевка на летний период для отдыха в санатории. Вот это было впервые. Победителю конкурса «Лучший учитель татарского языка» вручается сегодня сертификат на санаторно-курортное лечение в 2013 году. Что касается победителей, вот в прошлом году интересная география, вот мы отметили, что в основном получили городские школы. Нынче уже получилось, что получились как бы сельские школы, и мы уже вот отметили, порадовались за Санниковскую школу Тобольского района, и, значит, первое место учитель татарского языка заняла Тукусская школа. Напомним, что областные конкурсы «Татарская учительская династия», «Лучший учитель татарского языка», а также детский интеллектуальный марафон «Скворец-2012» проводятся при поддержке Департамента образования и науки области, Комитета по делам национальностей, Комитета по образованию администрации города Тобольска, а также Конгресса татар Тюменской области. Непосредственным организатором является педагогический состав школы номер 15 города Тобольска. В первой части программы мы затронули тему татарский язык в системе образования. В каких школах нашей области и в каких объемах преподается родной татарский язык, узнаем у нашего гостя. Сегодня мы приветствуем в нашей студии главного специалиста Комитета по делам национальностей Рифхата Мирхатамовича Насибуллина. Хуш келдигез, Рифхатовой. Хотелось бы сказать, что система образования Тюменской области функционирует в многонациональном обществе. В Тюменской области у нас численность учащихся 147 обучающихся. Из них 84% составляют русские, 8,3% это татары, дети татары, 1,3% казахи, 1,3% азербайджанцы, 1,1% украинцы, ну и другие национальности. Что касается вот этого пресловутого этнокультурного компонента, он примерно в какие годы внедрился и как он вот функционирует? Ну, точную дату, конечно, не могу сказать. Но, наверное, скорее всего, где-то лет 6-7 назад, наверное, вот этот термин, в наш обиход он вошел. Если я не ошибаюсь, где-то года 2 назад было 57 школ с этнокультурным компонентом в нашей области. А сейчас цифра изменилась? Да, у нас сейчас теперь, я уже, наверное, сказал, 55 школ, где преподается. Вот у нас 56 так-то, ну вот Турбинская, там, так как учащихся нет, она пока вот закрыта. Но если появятся учащиеся, то, пожалуйста, я говорю, у нас специальных кто-то школу не закрывает с этнокультурным компонентом. Поэтому пока вот 55 школ, где вот именно вот преподается татарский язык и литература. То есть практически в каждом населенном пункте татарском вот ведется татарский язык? Ну, если даже не в каждом населенном пункте, то их подвозят. Ну, хотя бы в районных центрах, да, допустим, где более если крупные школы такие, нет. Потому что чтобы контингент учащихся соответствовал требованиям, я имею в виду. А родители, как вот они? Охотно своих детей ведут в школу? Я считаю, что родители относятся к этим вопросам очень с пониманием. Вот. И в наших вот в 55 школах в настоящее время идет преподавание вот татарского языка как предмет. Поэтому есть, и вот если про модули говорить, то вот еще есть у нас при, так сказать, обращении родителей и самих учащихся, то есть еще можно преподавать и факультативно вот, в школах, и в кружковой форме там преподавание. То есть там вопросы как раз вот именно культуры, больше обычаи, традиции именно, то есть уделяется внимание вот это в кружковой работе и факультативно. А предмет, я уже сказал, как он обучается. Ну и еще есть возможность обучать детей, это уже в дошкольных образовательных учреждениях, дополнительное образование. Это можно как пример привести. У нас вот в Тюменской области это центр «Этнос», где обучается также уже дополнительно, уже не в школе, а в центре именно вот, обучают и татарский язык, и другие национальности там, и армянский, казахский, узбекский, азербайджанский, то есть и другие национальности,
где есть возможность изучать свой родной язык, сохранять. Еще форма, так сказать, у нас это детские сады. Вот в детских садах возможность есть такая. Тоже также, центр этнос, опять же, да, работает и центр этнос работает с детскими садами. Ну и на наших территориях, это в районах, это и Алуторовский, Ярковский, Тюменский, Нижневдинский район, где вот в детских садах ведется большая работа также детей. Подготовка до школы, вот именно, чтобы могли уже знали свой язык, свою культуру. Что касается 15-й школы, в которой мы с вами вместе как раз и были, вот что касается вот этих 3 конкурсов, что бы вы вот сказали? Ну, есть ли развитие какое-то, есть ли прогресс? Я считаю, что вот он у нас уже 3-й год проходит вот этот конкурс. И я думаю, что, конечно, будущее есть за ним. Вот, во-первых, хорошо, что мы не забываем свою историю. Вот это династия учителей и выявление наших лучших учителей татарского языка, литературы. Ну и, конечно же, наши дети, которые проводят более углубленное изучение своего родного языка, конкурс проходит такой. Я считаю, что из года в год он только должен шириться. Это отличный стимул для наших учителей и конечно, педагогов. И в помощь, я считаю. Наверняка, Рифхат, у вас есть что-нибудь такое, что вы вот хотели непременно донести до наших родителей? Все-таки молодое это поколение подрастает. Вот. Ну, конечно, в школах, вот у нас же есть общественные советы. Многие вопросы, конечно, необходимо решать вот совместно, не только педагогический коллектив там, или руководство там, школы, а совместно вот с этим общественным советом. Обращение родителей, учащихся всегда не остается без внимания. Поэтому, если есть какие-то возникают вопросы, я думаю, что совместными усилиями всегда можно решить. И если что-то вот по дополнительному обучению, как мы уже говорили, пожалуйста. У нас где-то в пределах также 50 учреждений так вот, культуры, клубных учреждений, обслуживающих татарское население. И где-то в пределах этого же библиотеки, вот, где обслуживается татарское население. То есть у нас не так все плохо, да? Да. Ну вот можно еще и в этом же вот плане сказать, что у нас вот в Тюменской области вот наш комитет работает с 34 общественными национальными организациями. Огромное спасибо, что нашли время и пришли к нам, Рифхатовой. Вам спасибо. Приходите к нам почаще. До свидания. Спасибо. Бүгінгі шул тапшыру тәмам. Оңышлар сізге юлдаш болсын. Сау болыңыз.